Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Мен әріптестерім Алматы облысы төтенше жағдай департаменті бойынша қазір келіп отырмыз. Сіздерге тақырып бойынша келесі тақырып мұзда үстінде болған кезде қауіпті ережелерін. Мысалы, қазір айтатын болсақ, қазіргі таңда 1 қазаннан бастап облысымызда 2 орын төтенше жағдай алды. Оның 2-і жаңағы қайғылы жағдай кішкентай балалармен орын алған. Ол Іле ауданында балалар қарауынсыз, ата-аналарын қарауынсыз 2 жас өспірім мұз айдынына шығып, жаңағы судың тереңдігі 1 метр болғандықтан суға абайсыздан құлап қалған. Салдарынан төтенше жағдай орын алды. Сізге айтарым, тыңдаушылар, енді қазір балалар онлайн режимде оқу жүргізіліп жатыр. Жаңағы ауылды жерлерде интернет үйде самандықтан қазір балалар өзіңіз желіде көргендей интернет ұстау үшін жаңағы қауіпті аймақтарға шығып отыр. Содан айтаным, ата-аналарына ескертсеңіз, жаңағы балаларды қарауынсыз ешқайда мысалы қауіпсіз жерлерге шығармай қойсын. Жаңағы келесі сөзімізді өзіміз әріптесіме берем, ол жаңағы ережелерін түсіндіріп айтып береді. Рахмет сіздерге. Добрый день, уважаемые учителя. Хотелось бы поговорить сейчас о соблюдении мер безопасности именно на льду. Чрезвычайные ситуации на воде случаются в любое время года, и зачастую человек из-за незнаний, несоблюдения или грубого нарушения правил поведения на воде может в нее попасть. Во время купания, отдыха на природе у воды, катания на катамаранах, лодках, катерах, во время прогулки, похода, рыбалки, перехода, переезда по замерзшим водоемам. Вода жестоко накажет за легкомыслие, незнание и неумение. Факторами самоспасения в чрезвычайной ситуации на воде является постоянно готовность к действию экстремальных ситуаций. В зимний период время чрезвычайной ситуации на воде в основном происходит во время рыбалки, при переходе, при переезде по тонкому льду, неокрепшему льду, при переправах с использованием неисправных плавательных средств и без индивидуальных средств спасения. Туда относятся жилеты, спасательные круги и так далее. Также имеет место случаи гибели на воде, на льду, особенно среди любителей ловли рыбы. Ежегодно такие случаи имеют место на Капшигайском водохранилище, озерах Балхаш, Алакуль, река Или, Каратал и других реках, водоемах нашей области. Меры безопасности и правила поведения на воде и льду – это очень нужно знать. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед не прочен в местах быстрого течения, бьющихся ключей из таковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то прочность льда снижается на 25%. Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке. Безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см. Безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более. Безопасная толщина льда для переезда автомобилей не менее 30 сантиметров. Желательно на автомобиле на лед вообще не выезжать, так как у нас в области нету такого мороза, чтобы лед мог окрепнуть до такого состояния, когда можно выезжать на него с такой нагрузкой. Прочность льда можно определить визуально. Самым прочным считается лед голубого цвета. Прочность белого льда в 2 раза меньше. Лед серый и матово-белый или желтоватым оттенком вовсе не надежен. Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, перекрыв доступ холода ко льду. По
Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах, разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании не менее 30. Что делать, если вы увидели, как человек провалился под лед? Помощь провалившемуся человеку под лед. Оказать помощь или позвать на помощь – это долг каждого гражданина. Помогать пострадавшему следует незамедлительно и очень осторожно. Оказывающий помощь человек должен подползти как можно ближе к полыне или пролому и кинуть или подать пострадавшему конец веревки. Это могут быть какие-то лыжи, ремень и все, что имеется под рукой, да. В группе людей помощь утопающему оказывается только одним. В крайнем случае 2 людьми. Скапливание людей на одном месте нежелательно. При отсутствии средств спасения можно нескольким менее каким-то длинным материалом, это будет являться ваша кофта, либо ваши штаны, тем материалом, за который можно уцепиться. Что нужно будет сделать? Нужно будет лечь и как можно ближе подползти к пострадавшему, который провалился под лед, кинуть ему ту же цепочку, свитер, веревку, что вы нашли под руку. И этим движением попробовать его вытащить. Спасенного из воды человека нужно немедленно переодеть, по возможности сухую одежду или обувь, если такая у вас есть. Его мокрую одежду отжать и высушить. Дать поесть сладкого, сахар, варенье, шоколад. Заставить активно двигаться, приседать, взмахивать руками, расстелять лицо и шею, чтобы согреться изнутри. На берегу разжечь костер и укрыть в палатке. Либо доставить в теплое помещение. Также, если вы стали свидетелем той или иной ситуации, незамедлительно звоните в службу спасения 112. Уважаемые учителя, просим вас, своих учеников, предупредить о мерах безопасности на льду. Без особой надобности на лед не выходить, соблюдать правила техники безопасности. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, я на них отвечу.